Комиссия по государственному строительству, местному самоуправлению и организации общественного диалога работала над вопросом реформы избирательной системы около года. Открывая встречу, секретарь общественной палаты Гули Кичиба отметила, что пришло время обсудить имеющиеся предложения. Каждый, кто приходит к власти, всегда апеллирует вот на эти реформы. Это как бы у них такая фишка, что вот именно в программных их вещах всегда присутствует, что обязательно должны произойти у нас реформы в пользу строительства нашего государства во всех областях. Ну, совсем недавно президент Бадр Зурабович Гумба сделал ряд поручений. Возможно, это тоже такой какой-то стимул, толчок к тому, чтобы сегодня мы проговорили о дальнейшем развитии нашего государства и в области особенно реформы в избирательной системе. Проведение конституционно-правовой реформы остается центральной темой внутриполитической повестки Абхазии. Этот вопрос многие связывают с обеспечением стабильности политической системы и наведением правопорядка, без которого невозможно устойчивое развитие государства, считает Ираста Гумава, председатель комиссии. В последние годы вопрос реформирования, в частности, изменения принципов и порядка избрания депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия, приобретает актуальность. В этой связи именно реформа избирательного законодательства занимает одно из важнейших мест на пути к системным преобразованиям в стране. Примечателен тот факт, что президент страны относительно недавно поддержал данный нарратив, дав интервью вначале на Петербургском экономическом форуме, а затем и информационному агентству Абсны Пресс, где публично озвучил свою позицию по вопросу реформы избирательной системы, поддержав идею перехода на смешанную пропорционально-мажоритарную систему выборов в парламент республики. На сегодняшний день комиссия при общественной палате, которая занимается этой проблемой, выдвинула на первый ряд это вопрос изменения избирательного законодательства, потому что новая избирательная система позволит нам модернизировать парламент, привлечь туда молодую политическую элиту, которая должна будет в конструктивном ключе двигать нашу республику вперед по развитию. По мнению директора Центра социально-экономических исследований Олега Доменя, ключ к решению острых общественных вопросов еще не найден. Ученый призывает изучать опыт крупных партнеров, в частности России, которая строит и управляет огромным обществом и откуда берет начало их внутренняя и внешняя политика. Доменя подчеркивает, что политика и наука – разные сферы, но органически связаны. Политика – это не наука. И наука – это не политика. Но они органически связаны. Политика без науки мертва, деструктивна. Конструктивная такая политика, которая не опирается на данные науки, она не может быть. Руководители и представители общественных организаций политических партий поддержали решение о подписании заявления. Участники встречи высказали свое мнение по обсуждаемой теме. Я считаю, что это делать надо. Но есть один очень серьезный момент. А мы что, уверены, что наша партийно-политическая система настолько отработана и совершенна, что прям готовы сегодня проводить вот эти выборы текущие? А есть у меня очень серьезное опасение, что в свете последних событий, которые есть, кое-какие скоророжденные партии станут приоритетными по разным причинам. Я сейчас даже не хочу говорить, о чем идет речь. И та реформа, которая дальше протекает, там говорится о том, что победившая партия там чуть ли не формирует руководство парламента и правительство и так далее. У меня в этом плане очень серьезные есть опасения. То есть я как считаю, вот несмотря на то, что Виталий сказал, что можно сдвинуть, но это потеря времени, я не считаю, что это потеря времени. Я считаю, что надо укрепить партийную систему. С чего бы я ее начал? Начал с того, что давайте мы проведем перерегистрацию тех партий, которые у нас есть. Наша партийная система и сейчас может выставлять 2/3 наших округов своих кандидатов и поддерживать их может. Единственное, о чем я очень хотел бы попросить и вас, и других, количество депутатов увеличивать не нужно. Слушайте, у нас страна маленькая,
в Московской городской думе до недавно времени было 35 депутатов, а там 15 миллионов населения. Именно с реформы избирательной системы начнется процесс оздоровления государственного механизма, преодоления системного кризиса и прекращения практики насильственной смены власти, убеждены участники встречи. Проведение этой реформы станет первым этапом, за которым последуют важные изменения в различных направлениях. Мои коллеги, все старшие, говорили о том, что наши партии не готовы. Наши партии никогда не будут готовы, если мы не будем делать их парламентскими. Когда мы говорим о том, что качество этих партий, вы знаете, там же предусматривается прохождение, там 5% барьер для партий, наверное, будет, да? Даже 7 можно. Даже 7. Естественно, эти партии, у которых одни и те же люди в списках, да, как вы сказали, они будут объединяться, потому что им надо будет блоки какие-то создавать, объединяться, чтобы пройти этот барьер. Концептуально партия Амцахара поддерживает данную реформу. Есть ряд моментов, на взгляд Амцахара, которые нуждаются в доработке. Мы о них с вами подробно говорили в офисе Амцахара, вот, с членами общественной палаты. Вот. А вступление закона в силу и численность депутатов парламента по новой системе, это уже отдельная тема для разговора. Конечно, вызывает много вопросов полномочия парламента, которые вот мы в рабочий вариант видели, да, поэтому к этим моментам есть вопросов. На наш взгляд, давайте мы сперва постараемся избрать парламент по новым правилам, потом посмотреть, что можно доверить этому парламенту, какими функциями их можно наделить. Мажоритарно-пропорциональная система на первых порах обязательно покажет, какие могут быть ошибки, какие пробелы возникнут за это время, потому что у нас все-таки существует мажоритарная система, которая опять-таки может сохранить, пропустить те же ошибки, которые были в прошлом. Но не переступив какую-то черту, мы не можем выдвинуть другое мнение. Переход на новую избирательную систему, основанную на пропорционально-мажоритарном принципе, участники встречи рассматривают как важнейший шаг к созданию условий для здоровой политической конкуренции, укрепления партийного строительства и формирования новой политической культуры. По их мнению, это позволит внедрить системный, последовательный и программно-целевой подход к решению ключевых государственных задач, что в свою очередь создаст прочную основу для дальнейших политико-правовых преобразований в республике. Во всяком случае, переходить к этой системе нужно. Эта система, она, значит, активизирует работу этих партийных организаций. Я не хочу сейчас частных вопросов касаться, поскольку это, знаете, в каждом случае там свои есть нюансы. Но в общем, конечно, в этой системе, в которой мы находимся, это уже тесно развиваться. Нас подпирает другая молодежь. Посмотрите, какая... Олег Несович говорил о том, что в России проводится большая работа, значит, по подготовке и прочее. То же самое у нас. Сейчас перенимается опыт России. Посмотрите, какие, значит, движения у нас возникли. Мы не можем не замечать этого. В завершении встречи было подписано совместное заявление членов Общественной палаты 6-го созыва, представителей политических партий и общественных организаций к депутатам Народного собрания. Заявление открыто для подписания до 27 сентября. Щезина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.